Историю можно переписать, но язык расскажет правду. Казахи не делятся на роды, племя, они состоят из них. Была история, когда Ломоносов хотел выступить со своим докладом на русском языке. Ученые демонстративно покинули конференцию. А казахский язык, наоборот, идет вглубь веков, тысячелетий к сакскому периоду. Казахи не делятся на племена, роды, жузы, они состоят из них. И сейчас мы вам докажем это с точки зрения языка. Сначала мы ответим на вопрос, зачем мы это делаем. Если мы хотим, чтобы дети любили свою родину, они должны любить свою историю. Но, к сожалению, после развала Советского Союза в нашей республике не сформировался только лояльный период. Давайте мы вам приведем яркий пример. Индия, где Махатма Ганди призвал всех отказаться от титулов, почестей и все вернуть в Великобританию. Это все не случилось за один день. Это все возвращалось на протяжении длительного времени. Человек узнавал себя через свою историю, через язык, культуру и так далее. К сожалению, у нас пробел по такому периоду. Сейчас наши ученые получают исторические документы и восстанавливают нашу историю. Еще один вопрос – это вопрос казахского языка. Казахский язык, он монолитен, и сейчас мы это вам докажем. Это можно увидеть по строению языка. Он очень прост, гармоничен, в нем чередуются гласные и согласные звуки. Также в словах могут присутствовать только мягкие звуки, либо только твердые звуки, что делает язык удивительно мелодичным. Вы можете спросить, почему язык монолитен? Потому что во всех областях Казахстана мы говорим на едином языке. Нет диалектов и нет различий в произношении. Да, конечно, вы можете привести несколько слов, пример различия слов на юге, на западе, но их и 10 не наберется. Сам Потанин удивлялся, насколько широка земля и насколько большое население, но все они говорят на едином языке. Это доказывает, что казахи – это единый народ. Для тех, кто все же думает, что в Казахстане есть диалект, мы хотим для сравнения привести один пример. К примеру, соседний Узбекистан, где северная часть, южная часть с трудом понимают друг друга. В Китае или в Индии за 50 километров народ друг друга не понимает. Это настоящий территориально либо социальный диалект. А казахский язык – древнейший язык, который сохранил свою структуру и больше подходит на тот изначально тюркский язык. В 30-х годах прошлого столетия становился вопрос о том, что скорее всего казахский язык он и был тюркским языком, а остальные тюркские языки являются диалектом. В казахском языке очень мало заимствования. Если мы говорили о русском языке, который симбиоз нескольких языков, очень большой процент тюркских заимствований, то в казахском языке очень мало таких слов. Конечно, сейчас нам могут возразить, что 3000 арабских слов в обиходе казахского языка, но мы вам хотим сказать, что это просто капля в море, потому что казахский язык изначально тюркский, он очень богат.